Қайырлы күн, құрметті әріптестер, ұстаздар және сынып жетекшілер. ТР по-эстонски, значит, здравствуйте. Я сейчас буду рассказывать вам презентацию по поводу того, как мы съездили в Эстонию. Называется «Беглый сравнительный анализ результатов ПИЗа» и ТАЛИС 2018 года, правда, по Эстонии и по Казахстану, и конкретно те вещи, которые я увидел в Эстонии, которые, ну, по сути, подтверждают то, что эти два международных исследования провели. Можно переключить. Да. Перед тем, как я начну презентацию, я бы хотел небольшую пояснительную записку сказать. Во-первых, презентация будет ссылаться на данные 2018 года, потому что ПИЗа была перенесена на 2022 год. Последнюю ПИЗу мы проводили в апреле, получается, мае наши дети писали. И результаты выйдут только в декабре 2023 года. В ПИЗе я участие, разумеется, не принимал, это для 15-летних, зато в 2018 году принимал участие в ТАЛИСе. И, ну, наверное, тем интереснее было для меня, по крайней мере, изучать результаты. И все комментарии, которые я буду давать по этой презентации, они основаны на том, что мы видели в то, что называется у эстонцев ВНК ЛИД, то есть это русские школы непосредственно. Мы были только в одной эстонской школе, но, к сожалению, скажем так, не того, чем они занимаются внутри школы, то есть не школьной жизни, ничего мы особо там не увидели, просто посмотрели здание и уехали оттуда в Освояси. Следующий. Значит, первый тезис, который я бы хотел озвучить, это то, что эстонцы сделали очень-очень-очень большой акцент на государственные школы. Следующий. Здесь два тезиса вы видите. В Эстонии очень маленькое количество частных школ, их всего лишь 10% от общего числа школ в Эстонии. И также у эстонцев принято считать, то, что государственная школа дает самое лучшее образование. Это то, что говорит каждый эстонец, каждый учитель и каждый ученик. Самая первая эстонская школа, в которую я приехал, потому что я там чуть-чуть пораньше приземлился, была русская гимназия, и она находилась, знаете, в таком старом советском здании, которое должно было быть зданием больницы, по идее. Они еще там с 50-го года расположились, и здание на самом деле не особо подходит для того, чтобы называться школой. Вот. Знаете, вот первое, то, что приходит на ум, это вот здание Совминки в Алмате. Вот. Примерно вот такое же здание, только гораздо больше, вот типичный образец сталинской архитектуры. Некоторые из других школ, которые мы посетили, занимали типовые советские здания, они находились в типовых советских микрорайонах, там были, разумеется, типовые советские панельки и типовые советские школы, буква Н, если кто помнит. Некоторые школы были новые, абсолютно полностью новые здания, специально для них построенные, и в этих школах можно было чему подивиться, но, скажем так, новые школы, разумеется, гораздо больше по площади, в них использованы гораздо более передовые дизайнерские решения. Мы, например, видели там большие холлы, прям вот большие холлы, лекционные залы в школе, как в университете, прямо научные лаборатории. Большие спортивные постройки. Самое главное, у каждой школы на кампусе, даже если это старая советская школа, есть огроменное футбольное поле с натуральным покрытием. То есть проблем в Эстонии с площадью нет, в отличие от того, что происходит у нас. И когда мы ходили по этим школам, самое первое ощущение, которое у меня сложилось, это то, что наши алматинские школы, все вот городские школы конкретно выглядят лучше. У меня небольшой ограниченный опыт, конечно, в этом плане, но все, что я видел в Караганде, например, там в Астане, в Алмате, наши школы выглядят лучше, 100%. Но каждая таллинская школа материально и технически обеспечена, насколько это только возможно. И в старых зданиях делают ремонт или проводят реновации, подводят новые коммуникации, производят какие-то улучшения и так далее. Эстония — это маленькая, не самая богатая страна. Вы должны понимать, что в Алмате, в одном городе Алмате живет больше людей, чем во всей Эстонии в принципе. И все изменения там происходят поэтапно. Но никто на это не обижается, потому что ни про кого не забывает, а финансирование в Эстонии обладает очень высоким уровнем прозрачности. То есть любой человек, в принципе, может увидеть, куда идут деньги, которые расходуются на обеспечение школ. И готовясь к этой презентации, я наткнулся на один документ, подготовленный ОСР, Организация экономического сотрудничества и развития. Он называется «Обзор образовательных политик разных стран». И в буклете про Казахстан содержалась следующая рекомендация. Вот вы видите последнее. Казахстану следует предоставлять достаточное количество ресурсов для того, чтобы поставить школу в центр своей образовательной системы. Что я скажу про Эстонию? Эстонцы сделали школу, в первую очередь, школу, потом государственную школу, центром своей образовательной системы. Следующий слайд. А Казахстан, да, нет. Давайте посмотрим, что же тут у нас происходит. Давайте я не буду, наверное, озвучивать, чтобы чуть-чуть время сократить. В общем, суть того, что учителей у нас в целом по стране хватает, и они в должной мере обеспечены ресурсами. Но
Вот здесь вот последние три, я их озвучу. Это по результатам ПИЗа 10% учеников, которые в компоненте чтения, грамотности чтения, и 10% учеников, которые набрали самый высокий результат, и 10% учеников, которые набрали самый низкий результат. Разница между этими учащимися одна из самых низких по всем странам, которые принимали участие в 2018 году. Это первый момент. Второй момент. У Казахстана самая большая разница между... Самое большое количество детей, которые очень плохо написали этот компонент, именно в среде экономически обеспеченных учеников. Это вот нам на заметку. Да, и... Так, что еще? Ну и в принципе вариации, которые ученики показывают, в зависимости от того, в каком районе находится школа, дети из какой семьи обеспечены, не обеспечены, вот эти все социокультурно-экономические факторы, которые можно учитывать при анализе результатов, показывают то, что в Казахстане разница между школами, которые, скажем так, самая убогая убитая школа где-нибудь и самая крутая школа где-нибудь еще, показывают практически одинаковые результаты. Вот. И, ну, я думаю, особенно удручает предпоследний пункт, то, что дети из обеспеченных семей точно так же пишут плохо, как и дети из необеспеченных семей. Вот. Второй тезис, который я бы хотел сказать, это грустное откровение. Оно грустное по причинам того, что как бы, проблемы есть с учителями везде, просто в Эстонии и в Казахстане проблемы абсолютно разного характера. И это откровение для меня случилось уже после того, как я анализировал результаты. Сначала я такой был немножко восхищен эстонцами, остался восхищен до конца. Но по поводу Казахстана у меня прям такое вот грустное откровение появилось. Можно следующий слайд, пожалуйста. Значит, в Эстонии больше 50% учителей старше 50 лет. Если вы возьмете туда, прибавите учителей, которым лет 40, то там будет все 2/3 преподавателей. То есть в Эстонии очень старый педагогический состав. Это правда, это то, что мы видели, это то, о чем говорят сами эстонцы. Учителей там не хватает, молодежь не идет в учителя. Есть опыт, у эстонцев очень большой опыт, накопленный, большой, разнообразный. У них, получается, советская система. Они учились по советской системе, они учили в советской системе, они подглядывали за финнами и сейчас используют свою собственную систему. Это все эти люди. У них очень большой опыт. Его, к сожалению, поделиться просто им не с кем. Там нет учителей молодых, которые можно было бы этот колоссальный опыт передать. Наверное, конечно, вот этим опытом можно объяснить такие фантастические результаты Эстонии. Это первая страна, потому что, как Амамазашна показывала, 4 страны, которые идут впереди Эстонии, это Азия. То есть там это люди, которые просто вот повернуты на том, чтобы работать и учиться. По-другому там не бывает. Первая европейская страна. Финны гораздо дальше оказались в этом рейтинге. Средняя нагрузка учителей в Эстонии 25 часов составляет. Ну, это так, они примерно в среднем стараются делать 25 часов. На самом деле есть учителя, которые преподают и по 30 часов, и по 40 часов. И это не потому, что кто-то хочет получить большую зарплату. Это просто потому, что у эстонцев, Амамазашна тоже говорила, зарплата одинаковая у любого учителя. Только что пришедший с университета и человек, который отработал 30-40 лет, это будут получать одинаковую зарплату 1400 с чем-то евро. Одинаковая зарплата у всех. Просто есть недостаток учителей. И у эстонцев еще достаточно высокий стресс на работе. Ну, 18% учителей сказало, что они испытывают стресс. В среднем по ОСР показатель равен точно так же 18%. Но повышенный стресс, наверное, объясняется тем, что учителя в Эстонии очень сильно озабочены своим будущим. Они просто не знают, что будет там, потому что мы посещали русские школы, и там у учителей непонятно. И знаете, самая такая пробирающая фраза, которую они нам сказали, и это было, скажем так, лейтмотив всех учителей, с которыми мы разговаривали, это то, что мы 2 года как бы поработаем, мы не знаем просто, что там будет. Это знаете, вот как человек говорит вот перед смертью, да? Ну вот, примерно такие же вот ассоциации у меня вызвало. То есть они говорят, через 2 года мы не знаем, что с нами будет, будем ли мы работать или не будем работать, живем или не живем, но вот эти 2 года, которые у нас есть, мы будем просто отрываться. И эти люди действительно вкладывают свою душу, свои силы в эту работу. Эстонцы на самом деле как белки в колесе. Это правда, они прям ловят кайф от своей работы. Я когда второй раз наведался в первую школу, в которую я посетил, вот, когда нас повезли уже по другим школам, я уже решил, потому что там, видимо, разнообразия большого не будет, поехал обратно в ту школу, в которой первый раз был. Меня очень там опять радушно приняли. Со мной целый день ходила завуч по воспитательной работе, по научно-методической работе, то есть Амамазашна номер 2. Целый день она со мной практически провела.
И весь этот день она параллельно занималась какими-то делами. Вот я пришел, мы немножко поговорили, она пошла, отвела свой урок математики. После урока математики она каким-то образом успела договориться с учителями английского языка, чтобы они за мной немножко присмотрели на перемене. Пока я там гуляю по школе, мы немножко поговорили с ними. Она договорилась, чтобы я посидел на уроке английского языка. После того, как я посидел на уроке английского языка, мы еще сходили, кое-что сделали. На своей перемене, пока у нее была, после ее урока, я рассказываю так быстро, потому что это их ритм. После своего урока она к себе в кабинет приходит, ее ждет ученица, член самоуправления, она с ней буквально 5-10 минут разговаривает, мы идем дальше по школе, я иду на урок, она идет дальше своими делами заниматься, потом я прихожу с урока, я иду к ней, мы сидим, разговариваем, после этого я отхожу из школы. Человек практически не имел перерывов за этот день. То есть вот один вид деятельности сменяется другим, и другим, и другим. То есть вот и так делают все учителя в основном по Эстонии. Вот. Давайте теперь посмотрим, что в Казахстане. Следующий слайд, пожалуйста. У нас в Казахстане только четверть учителей имеет возраст 50 лет и старше. То есть у нас очень молодые учителя, моя кафедра 28 лет средний возраст. Пожалуйста, не говорите то, что у меня учителя на кафедре какие-то плохие, они просто молодые, им нужно немножко опыта поднабраться. Это самое лучшее, то, что у нас есть в Казахстане, между прочим. Дальше. Что тут еще показывается? У нас 3% учителей говорят, что мы испытываем большой стресс на работе. 3% учителей. Следующее. Вот. В среднем учителя говорят то, что почему одна из причин низкого стресса, да, учителей говорят то, что мы, оказывается, мало уроков проводим, да, на 16 часов нагрузка в школе. Ну, государственная школа, да, 16 часов нагрузка. Следующее. Нет, момент, да. Но также учителя отмечают то, что мы же подумаем, наверное, если у них меньше времени, которое они тратят на проведение уроков, значит, они готовятся, наверное, к урокам, да? Они говорят то, что нет, мы тратим свое личное время на то, чтобы планировать уроки. Это вот наши учителя так говорят. Это третья по счету причина, которая является большим стрессом для наших учителей. Вторым по счету стоит груз ответственности за результаты учащихся. И первая причина нашего стресса является бумажная работа. Как обычно, старая песня «Бумажная работа». Следующий слайд. Что у нас еще? Знаете, какое у нас грустное откровение? У нас проблема в том, не в количестве учителей, а в их качестве. Со слов обучающихся написано, первая цитата. Поведение учителя воспринимается учениками как сдерживающий фактор, в большей степени сдерживающий фактор к их развитию. И среди подобного сдерживающего поведения учителей ученики отмечают следующий фактор. Неудовлетворение индивидуальных потребностей учащихся. 61% учеников ответил, что учителя не удовлетворяют их индивидуальные образовательные потребности. Что в этом плане происходит в Эстонии? В Эстонии учителя занимаются со всеми и всегда. В Эстонии все школы являются инклюзивными. В Эстонии по детям, которым нужно дополнительное обучение, результаты принимает Министерство образования. Эстонцы работают с этим, у них есть отдельные кабинки даже, если что, чтобы позаниматься отдельно с учеником. У них специально в расписаниях стоят уроки с этими отдельными учениками. То есть у них очень четко в этом все плане организовано. Второе. Невыход учителя на работу. Я не совсем до конца понял, что имелось в виду там, потому что там был задействован термин абсентеизм. Абсентеизм — это, если кто знает, это отсутствие на работе по неуважительной причине. Я не знаю, либо то, что вакансия открыта, я вот не понял. Не знаю, на школе вроде бы учителя не отсутствуют по неуважительной причине. Поэтому 61% учащихся сказал то, что вот учителя нет на уроке, это вот сдерживающий фактор. Следующая проблема — это нежелание меняться. 55% учеников сказали то, что учителя не хотят меняться вообще, в принципе. Эстонцы, нация, нация стареющая, во-первых, а во-вторых, это то, что учителя достаточно высокого возраста, большого возраста, они поменялись очень сильно. Даже у нас, помните, ходили слухи, когда мы ушли на обновленку, говорили, то, что молодежь не хотела меняться, вот учителя, которые были постарше возрастом, сделали большой прыжок в своем развитии и смогли бы лучше адаптироваться к удаленке, нежели молодые учителя. Вот, что еще они говорят? Излишняя строгость. 57% учеников сказало то, что у нас учителя слишком строгие. Что в этом плане происходит в Эстонии? В Эстонии детей любят. Когда я зашел в первую школу, в любую просто школу заходишь, такое ощущение, как будто ты пришел в вот такой большой дом, какой-то большой многодетной семьи. Вот как вы в казахскую многодетную семью приходите, там песни, пляски, там обнимашки, там поцелуйчики, там все такое. Это вот дети с детьми, учителя с детьми, вот это вот такая вот, это нормально. Они знают всех своих учеников по именам, по крайней мере, из того, что я наблюдал, учителя ходят по коридору, спрашивают там имя, привет, как дела, там, все такое. Просто обменялись парой фраз в коридоре. Никогда не кричат и никогда не ругают в грубой форме. Вот этого мы никогда не видели, что они там делают.
То есть, чтобы кто-то повысил голос, я потом спросил еще тоже, я говорю, вы как вот так, если там кто-то себя плохо ведет? Не, мы просто так аккуратненько скажем, ну, знаешь, так не надо делать, давай, мы поговорим с учеником, если надо, с родителями поговорим и так далее. Но чтобы повысить голос, это просто большой нонсенс. И самая большая проблема, которую наши учителя видят, наши ученики видят в учителях, это то, что учителя, как оказывается, плохо готовы к урокам. 70% учеников сказало, что учителя приходят на уроки не готовы. И это проблема, которая характерна для всех школ. То есть я вот посмотрел результаты по ПИТе конкретно, уже более такие детальные. Все школы, сельская, городская, частная, государственная, ниш, неважно. Все школы имеют такую проблему. Вот эти 5 проблем, 5 образцов поведения учителя, которые сдерживают развитие учеников. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий тезис, самое сильное впечатление, что на меня произвело, это то, что учебная дисциплина и очень-очень высокий уровень вовлеченности всех возможных участников образовательного процесса во все возможные проявления этого самого образовательного процесса. Это то, чему надо нам учиться не нашей школе конкретно, это чему надо поучиться нашему государству. Можно следующий слайд? Давайте я просто вот самый главный слайд зачитаю вот здесь вот. В Эстонии, то, что жирно выделено, примерно 38,5 минут при 45-минутном уроке уходит на то, чтобы заниматься непосредственно делами на уроке у учителей. Из 45 минут 38,5. 6,5 минут учителя проверяют посещаемость и угоманивают неугомонных детей, скажем так. Это первая страна по всем странам, которые были там, в этом рейтинге. Эта страна находится на первом месте по количеству времени, которое они уделяют непосредственно учебному процессу на уроках. Это чистейшая правда. В школах нет звонков, в основном. Ученики ориентируются либо по часам, которые у них есть на смартфонах, либо часы наручные, либо просто смотрят, ученики пошли, так, пойдем, у нас урок начинается. Там нет такого, то, что там вот звонок прозвенел, мы только-только идем туда. Ученики сами решают, что они, перемена закончилась, они идут на урок. Что еще? На всех посещенных уроках дети работали, не отвлекаясь. Практически. Вот там, минимально там просто взглядом кинуть куда-нибудь на кого-нибудь и все. Вне зависимости от того, сколько бы там отвлекающих факторов не было, меня это потрясло больше всего. У учеников есть телефоны, у учеников есть выбор работать, не работать. Учителя особо не кричат ни на кого. Все достаточно там толерантно и мирно происходит. Гости сидят. Дети работают. Я пошел на урок английского языка. Я, признаюсь, не выспавшийся, пошел на урок, но я пошел туда с целью. У меня была цель посмотреть, что они делают на уроке английского языка. Я честно скажу, я такого скучного урока никогда не видел. 45 минут я поймал себя на мысли спустя 10 минут, что я очень сильно хочу спать, и я хочу побыстрее оттуда уйти. Учите своим монотонным голосом, разговаривают, что-то там с детьми, дети ей отвечают. Одна девочка проверяет Инстаграм, и просто пришло уведомление. У нее телефон лежит экраном вверх, она увидела уведомление. 2 секунды проверила, посмотрела, отложила телефон, перевернула его экраном вниз, чтобы больше не отвлекал. Дальше сидит, работает. Урок скучнейший. Я зеваю, сижу, еле как себя сдерживаю, дети работают. Задание, скажу вам так, я спросил у этих учителей потом, вы там, вот у нас говорят там селта, потом дети там IELTS сдают, что-нибудь такое, разные экзамены. Спрашиваю, а вы вот, селту там проходили или нет? На меня как на дурачка смотрят, зачем? И потом я такой подумал, то что вроде бы тому, что нас учат обычно, да, как преподавать уроки, там много чего было неправильно. Можно вот так вот прям отзыв на несколько листов написать и сказать, вы это все неправильно делаете. Но оно работает почему-то. У эстонцев это работает. Хотя выглядит вроде бы неправильно. Мы вроде бы делаем все правильно, но почему-то у кого-то когда-то что-то не срабатывает. А в Эстонии работает поголовно. Я думаю, стоит задуматься. Вот. И что еще было? Я пошел в другую школу и поговорил с другими учениками. Там уже был 12 класс, ребята 17-18 лет стоят передо мной. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, как вам такие вещи удаются? На меня смотрят с непониманием. Потом один мальчик нарушает тишину, говорит, нам надо. Я такой, ладно, надо. Когда вы поняли, что вам это нужно? На меня снова с недоумением смотрят. Они воспринимают такие, они не понимают то, что для меня это не само собой разумеющееся. Для них это само собой разумеющееся. Я спрашиваю, а когда вы поняли? Нас научили. Потом другой мальчик говорит, давно научили. Вот мы учились в начальной школе, еще нас этому в начальной школе научили. Это 12 класс, то есть 18 лет. Ребенок заканчивает школу, идет в университет. В начальной школе его научили тому, что это ему нужно. Научили не отвлекаться, научили слушать учителя. Научили этому всему.
Последний момент, то, что у нас, чего у нас нет, это у нас нет вовлеченности всех во все. То есть Министерство образования само по себе, Минпросвещение само по себе, Департамент образования немножко сам по себе, школьная администрация делает что-то внутри школы, и, возможно, там с кем-то контактируют, родители как-то. Ну вы позаботьтесь о наших учениках как-нибудь, да? Тут. Там это проходит просто на таком простом свободном уровне. Они захотели провести там день папы, день мамы. Они объявили, у них это в плане есть, они проводят. Но это то, что происходит у них поголовно, и это происходит всегда. Вот, ну и давайте несколько слайдов пропустим, наверное. Чуть-чуть. Пару слайдов пропустить, я сейчас скажу куда. Вот, Эстония, Финляндия. Лучше иметь счастливого ученика, чем успешного ученика, бог весть когда. Это то, что они говорят. Следующий слайд. Поэтому, чем я бы хотел закончить дальше. Наши ученики по результатам исследования, вот предыдущий слайд, они счастливы по большому счету. Но надо бы их, наверное, все-таки немножко успешнее сделать, но надо их сделать здесь и сейчас. Не туда на будущее, а вот здесь и сейчас, чтобы мы смогли тоже какое-то удовлетворение от этого получить. И для этого давайте вот 3 вещи использовать. Это первое, любите то, что вы делаете. Второе, это любите своих учеников, они ни в чем не виноваты, это дети. И последний момент, это объединяйтесь сами и вовлекайте родителей. Это вот 3 момента, которые я для себя вытащил, которые я постараюсь использовать у себя на уроках и, возможно, в работе своей кафедры. Вот. Ну, и если у кого-то еще какие-то вопросы возникнут, я, во-первых, отправлю письмо на почту с тем, что ресурсы, которые я перечитал, фотографии не ждите, потому что у меня особо нет, я фотографировать не умею. И там особо нечего было фотографировать, все, что мы видели там, мы вам сказали. И самое главное, я думаю, каждому учителю стоит хотя бы в какой-то степени ознакомиться хотя бы с выжимкой результатов Талиса и Пизы. Просто для общего ознакомления. Назарван Рахмет, или по-эстонски Айта. Нет, нас не пускали. Ну, у нас не было это в программе просто, не запланировано было. Нет, у нас-то дети сидят, просто они в 5 класс проходят, уже не сидят. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Добрый вечер еще раз. Дольче Кибач. Время сейчас половина. 10 минут, 40 минут мое выступление. Может быть, и раньше закончу. Если 10 минут закончится, мне как-нибудь там. Вы мой таймкипер, окей? 10 там. Все уже, все там. Ну, уважаемые коллеги, мы долго готовились к этой поездке. И во время подготовки одно из самых часто употребляемых слов вот, в той компании, которая собиралась поехать, это были слова «финское чудо». Финское чудо. Ну, приехали в Финляндию, удалось посетить 4 школы. Так получилось, что вторая школа, первую мы особо прям ничего не увидели, поехали во вторую. И во второй школе, значит, попали на уроки. И, честно сказать, самые плохие наши уроки в нашей школе, они лучше, чем то, что мы там увидели. И мы такие выходим, и знаете, такое ощущение, вот у вас не было, когда вы в детстве, и вдруг понимаете, что Деда Мороза нету. Нету Деда Мороза. Хорошо, что мы попали еще в 2 школы. Они реабилитировали в наших глазах имидж финского образования. И реально какой вывод я для себя сделал? Нет никакого чуда. Ешқандай ғажайып жоқ екен. Онда не бар? Кім бар? Адамдар бар. Люди есть. Есть люди, которые профессионалы, которые неравнодушны к результатам своей работы, которые, вот как сказал Эрик Александрович, любят свое дело, любят детей и профессионально выполняют свою работу. И, кстати, я с гордостью для себя отметил, что подавляющее большинство членов нашего с вами коллектива, в котором мы работаем,
Так же, как и хорошие, замечательные учителя Финляндии, которых мы видели, также серьезно, профессионально относятся к нашему делу. И для чего мы ездили? Что мы там нашли, чего мы собираемся применять в нашей школе? У меня многие учителя спрашивают: Олег Владимирович, что, вы съездили, да? Как там? Нормально. Ну что, будем, да, применять там что-нибудь? Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Это история о том, что если ты с одной почвы дерева взял и посадил в другой, не факт, что это там вырастет или вырастет хорошо. Это больше история о том, что, посещая школы, общаясь с людьми, начинаешь думать о себе. Ну, как правильно сейчас говорят, рефлексировать. А как у нас в школе? Сравнивать и думать. То есть многие вещи на самом деле тупо неприменимы. Вот, например, мы были в одной школе, и там по правилам школы все уроки, начиная с 1 класса, на 25% должны проводиться на английском языке. Ну, к сожалению, а может быть не к сожалению, ну, у нас такой технической пока возможности нет, правильно? Все уроки, начиная с 1, 25% проводить на казахском языке. Или по каким-то другим педагогическим соображениям. Например, в Финляндии не приветствуется участие детей в интеллектуальных соревнованиях. Такие как олимпиады, проекты и так далее. Начал думать, наверное, это не про нас. Может быть, в этом есть зерно истины, но нам важно развить в детях конкурентоспособность. Это первая цель. Вторая, участвуя в соревнованиях, мы развиваем многие-многие навыки, о которых постоянно говорим. То есть спорный вопрос, и я думаю, что мы в этом направлении будем придерживаться своей точки зрения. Мы будем участвовать во всех возможных соревнованиях, конференциях, проектах, олимпиадах и так далее, и так далее. Поэтому один практический вывод, я, кстати, вот буду рассуждать, а потом просить у вас, чтобы вы как-то взяли себе на заметку, если согласны, и это реализовывать в нашей с вами практике. Если кому-то что-то известно о каком-то готовящемся мероприятии, олимпиаде, конференции и так далее, независимо от класса, у нас есть Даулет Тюлькебаевич Ниязов, обращайтесь, и мы будем с детьми участвовать на этих соревнованиях. Какие-то моменты очень понравились. Например, да, ни в Финляндии, ни в Эстонии нет спецшкол, насколько я знаю. То есть полностью инклюзивное образование. Это значит, что когда мы приходим в класс, дети, независимо от каких-то психологических, возможно, недостатков, все учатся в одном классе. Как так получается? Как они достигают высоких результатов? Там полностью до конца мы не дошли, возможно, так? Но один момент чисто технический. Вот есть учитель, преподает основной урок, и 4 ребенка в классе из 25, там стоит еще один специалист. Как мы выяснили, это специально обученный, дипломированный специалист по работе с такими детьми. У нас ввели это, Вот. тьюторы. Да. И как это перенести на нашу почву? Я подумал о наших... У нас, конечно, наша школа не готова сейчас перейти на полностью инклюзивное образование. Давайте смотреть правде в лицо. Честно, я этого и не хочу. Однако у нас бывают абсолютно разные ученики. Да, Светлана Юрьевна? И я подумал, возможно, надо рассмотреть вопрос о большем вовлечении кураторов как ассистентов учителя на уроки. Это отдельно прям задание сейчас дают. Давайте подумаем и рассмотрим прям четко форму взаимодействия. И когда наши кураторы, в том числе и приобретая личную практику, заходят на уроки практически на все и с определенными детьми индивидуально занимаются и помогают выполнять задания. Ясно, да? Вот это я же говорю, я буду рассуждать, а потом какие-то моменты будем
буду советовать внедрять. Еще один момент понравился — физическая активность на уроке. Помните, был карантин, коронавирус и так далее, и я прям говорил, по-моему, на WhatsApp или мы на собрании говорили, в середине урока надо детей физически занять, встать там, похлопать, глаза протереть. Я даже Фаридия Павел сказал, разработайте, пожалуйста, комплекс, как можно там что-то делать, чтобы глаза от усталости, усталость глаз снять и так далее. Но что там понравилось, как идея, физическая активность на уроке у них происходит в целях урока. Это не отдельно встали и попрыгали и потанцевали. Это как пример просто. Были как раз в начальной школе, 2 класс, урок математики, 25% на английском, конечно, это поражает, но поражает еще другое. Был момент, когда детям, они изучали пространственные фигуры, и был момент, когда надо было встать, найти на какой-то другой парте геометрическую пространственную фигуру, притащить ее на свою парту, а на парте разложены плоские рисунки этих трехмерных фигур. И они должны были найти соответствие и поставить. И там буквально 3 минуты такая физическая активность. Они все встали, побежали, начали искать, переставлять и так далее. Понимаете, да? Вот такой момент. Конечно, хотелось бы и у нас. То есть, смотрите, согласно научным исследованиям, во-первых, после 20 минут непрерывного сидения и слушания у любого человека снижается уровень внимания и активности головного мозга. Просто начинает человек засыпать, мозг начинает засыпать. Сначала незаметно, а потом реально. Вот. И у нас в середине урока тоже неплохо было бы вводить физическую активность. Понимаете? Не надо 40 минут заставлять детей сидеть и выполнять упражнения умственные. Потому что эффективность от этого падает. В обратную сторону, если будет физическая активность, особенно привязанная к целям урока, то это было бы идеально, там, буквально 1 минута. Понимаете, мозг начинает лучшей кровью снабжаться, и эффективность урока повышается просто. Еще один момент. У нас был экскурсовод, ее звали Ольга, она выходец из Санкт-Петербурга, долгое время прожила в Финляндии, и она нас возила по разным школам. И у нее тоже дети. И вот она, когда первый день рассказывала про своих детей и про свои школы, и говорит, ну здесь вот, конечно, отношение к детям совершенно другое, чем у нас было в России, в советской школе. А как, что это? Ну, ребенок приходит в школу, ну, 1 класс, с сумкой, а ему говорят, спасибо, что принес сегодня сумку. И мы как давать там между собой, как это, прикалываться, говорит, дойдет до того, что сейчас завтра придет ученик в школу, ему скажут, о, Спарахмед, что пришел в школу и туда-сюда. А потом начал думать. Ну, поприкалывался, естественно, а потом начал думать. Так, ведь это же отношение, да, которое испытывает ребенок, приходя в школу. А вот действительно, если мы все будем рады детям, что они просто пришли в школу, ребенок же себя по-другому будет чувствовать. Понимаете, да? Ребенок будет себя по-другому чувствовать. Если мы скажем спасибо, что мы будем... Это не буквально вот спасибо, что ты там пришел, там все. Я просто обращаюсь к кураторам, классным руководителям. Детей с улыбкой встречаем у порога. Независимо от того, что там может быть лично. То есть это надо воспринимать как профессиональный долг уже. Приветливое отношение к детям, которые приходят в школу. Которые пришли на твой урок, в конце концов. Вот. И вот эти слова, они создают атмосферу, в которой дети наши находятся. Был разговор тоже, а что создает атмосферу школы? Мама пришла вот недавно, говорит, я там в той-то школе была, заходишь, там вот так-то, в вашей школе там вот так-то, а там-то вот так-то. И был вопрос, Бахадардыш, вам, да, тоже был вопрос, а чем атмосфера вашей школы отличается от других школ? Ага. Каждый подумал, да? Если так вот сейчас вот разобраться, то можем ли мы там пронумеровать, да, перечислить? А я думаю, что атмосфера должна действительно отличаться. Первое — это слова, которые мы применяем, общаясь с учениками.
Второе, это, например, наш внешний вид. Наш внешний вид. Очень приятно смотреть на наших педагогов, которые приходят в костюме, в галстуке, да? На наших дорогих представительниц женского пола, одетые, накрашенные и так далее, и так далее. Вот. Поэтому конкретный сегодня призыв: давайте следить за своим внешним видом. Понимаете, да? И это относится не только к вам, это относится к нам в целом. Я постараюсь галстук носить. Хорошо? А вы постарайтесь улучшить свой внешний вид, свой гардероб, прически. Мы говорим о том, я вот с первого дня говорю, ребята не ходят в джинсах, ребята не ходят в джинсах. Ну что, вот casual, да, casual стиль это одно. А когда деловой стиль, это другое. И когда человек приходит, ладно, человек, ученик приходит в школу, и он видит этого учителя таким образом, да, внешний вид, причесанным там и так далее, и так далее. Или наоборот. И это сразу создает на подсознательном уровне его отношение к тому, куда он попал и сегодня, и чем он будет заниматься, и самое главное, как он это будет делать. Еще раз, атмосферу создают слова, которые мы с вами применяем, коммуницируя с учениками и друг с другом. И это все улавливается. И знаете, как раз вот в тот момент, когда я начал об этом думать в Финляндии, я иногда периодически играю в шахматы. Когда-то вот моя супруга показала мне приложение, там, chess.com, я давай туда зашел и сразу набрал рейтинг примерно 800. После этого очень много играл. Играл. Ну, когда много играешь, рейтинг же должен повышаться, по идее. А у меня, он, знаете, 800, потом стал 700, потом давай 900, потом 800, потом снова 700. Сейчас я на 700. Уже год прошел. К тому моменту, как я был в фильме. Как вы думаете, что я думаю о своих чувствах, о своих способностях в шахматах? А там открылась опция в этом приложении. Можно не просто играть, а можно еще и упражнения выполнять, задачки. Начал решать задачки. И когда я делаю удачный ход, там выходит слово «замечательно». Ладно. Раз. Еще раз угадал, мат там в 2 хода. Превосходно. О. Раз. Не угадал. Что там было написано? Желаем удачи. Нет. Нет. Замечательная идея. Но есть лучше. Но вот так было бы, вот так. Это вот, может быть, не знаю, я в совпадение редко верю, так сказать, но в знаки и так далее. Но это как знак. Вот я начал как раз об этом думать. Мы говорили об этом в прошлом году, даже я давал задание психологам составить словарь. Вот знаете, и когда я начал анализировать свой урок, как я провожу, я, оказывается, очень мало хвалю детей. Мало. Ну, типа, сделал правильно, ну, это должно быть так, не опозорился, молодец, иди. Понимаете? А вот это вот спасибо, что ты пришел в школу. Ага. Это вот замечательные слова. Вы сейчас, молодой человек, высказали очень глубокую идею. Спасибо вам за правильный вопрос. Он как раз в тему сегодняшнего урока. Вот эти вещи мы применяем. Я понял, что я не применяю. Сегодня был урок алгебры, пробовал. Язык не поворачивается. Почему? Потому что это моя глубоко укоренившаяся практика. Понимаете, сейчас я хочу провести тренинг. По парам разбейтесь, пожалуйста. Да.
А, Не втроем, я вас и, да. с той стороны. Вы можете потихоньку друг другу рассказать, в каких терминах вы думаете о своем самом нелюбимом ученике или о своих самых нелюбимых учениках. Давайте вот несколько минут, не стесняясь. Еще раз, задание такое, разбились по парам и друг другу потихоньку расскажите, в каких терминах вы думаете или иногда говорите с этим учеником. Ну, не обязательно нелюбимым, это может просто человек, которого вы журите, по-русски, да, ругаете. Какие слова вы применяете? Давайте. Или какие слова вы применили? Ну, не знаю там. Она не будет Она туда говорит, ученику, да, наверное. Решила позвонить, сказать все, что думает. Так, все, кажется, вы все сбились уже. Все сбились с задания. Так, теперь еще одно задание, сегодня последнее, в смысле как задание, да. Теперь в тех же парах, по очереди, пожалуйста, говорите друг другу хорошие слова. Вот типа как в этом приложении. Вы замечательный человек. Ваши глаза сегодня сияют как... да. Спасибо вам за то, что вы вообще рядом находитесь. Да. Поехали, активнее работать. Активнее. Можно сказать, я вас так люблю. Я вам признательна. Спасибо за то, что вы меня назвали замечательной. Вот что-нибудь такое. Да. Давайте. Не останавливайтесь. Багдад Берегович, у вас что, хорошие слова кончились, что ли? Не, давай. Вы самый справедливый человек на свете. Не, пусть даже вы так не думаете, но вы говорите все равно что-нибудь хорошее. Так, все, стоп, все, спасибо. Спасибо, время. Вот не могут остановиться люди говорить друг другу хорошие слова, да? А? Как настроение? Я вас люблю, да? Правильно? Да. Мы друг друга любим все. Вот понимаете, еще раз, зачем этот тренинг я придумал сегодня? Чтобы вы почувствовали, что хорошие слова, они создают положительный эмоциональный фон. Понимаете? Они ликвидируют безразличие и равнодушие. И именно, давайте поймем, это уже просто доказанный наукой факт, подтвержденный. Вот не могут люди остановиться. Смотрите, говорят и говорят хорошие слова друг другу. А именно положительный эмоциональный фон влияет на результаты учебы тоже положительно. Это наукой доказанная вещь. Здесь ничего. И это наша практика с вами. Я сегодня предлагаю вторую четверть, весь остаток второй четверти назвать четверть позитивного словаря. То есть давайте поймем, что в нашем с вами позитивном, в нашем словаре, знаете, да, что такое пассивный словарь, что такое активный словарь? Вот англичане лучше всех знают, учителя казахского знают. Активный словарь это состоит из слов, которые мы применяем реально в наших с вами коммуникациях устных. Пассивный это, он включает в себя активный словарь и плюс все слова, значения которых мы знаем, но не применяем.
Я предлагаю четверть назвать четвертью позитивного словаря. Когда все мы с вами, начиная с завтрашнего утра, а нет, мы уже начали на самом деле с вами, да? Особенно в отношениях друг к другу, с учениками, на уроке, будем применять, расширять свой личный активный словарь позитивных слов. Я знаю, что администрация уже подготовила с вашей помощью большой список. Этот список будет опубликован. Очень вас прошу, призываю, настаиваю, насильно применять позитивные слова. Почему насильно? Потому что был какой-то момент, когда вы начали затрудняться, придумывать новые, я видел их, да? Особенно это тяжело на уроке сделать. Но это нужно. Если мы это будем делать до конца четверти, принуждая себя к этому, то многие слова, не все, но многие слова реально войдут в наш активный словарь. И я очень надеюсь, что увеличение нашего общего с вами, нашего активного словаря, нашего педагогического коллектива, хотя бы немного, но еще больше улучшит атмосферу на уроках, атмосферу на переменах, атмосферу нашего с вами общения между собой и с детьми. Можно я закончу? Я боюсь, что я вас очень поздно тогда отпущу. И потом вопросы. Гузинабин. Что мы заметили, вот в финских школах, в эстонских нет, но в финских точно, никто не напрягается вообще. И никто друг друга не напрягает. Понимаете? Типа вот, ну ты хочешь учиться? Ну учись. Я тебе профессионально все это. Ну не хочешь? Ну ладно. Я тебя все равно люблю. Но тебе оценка соответствующая выставляется. Вот. И для нас это был повод, и мы даже начали дискуссию, не закончили. А вот испытывают ли наши дети какое-нибудь психологическое или эмоциональное давление в нашей школе? Вот был вопрос от родителей, от некоторых, не от всех, от некоторых буквально единиц. И даже не то, что вопрос, это такое мнение было, что то, что в школе составляются акты, это вредно влияет на настроение детей, они все у нас зажатые, напряженные из-за этих актов, и они не могут нормально учиться и развиваться. Смотрите, ну да, я тоже тут, да, как-то это неправильно и так далее. Но по поводу вот этого момента, что хочется сказать. Насчет актов я еще чуть попозже скажу. Вот по поводу, а можем ли мы так, каждый из нас может ли так на уроке себя поставить? Ну, типа, я пришел, я готов к уроку, я рассказываю все, что, организую активити и так далее, но если ты не хочешь, окей, не учись, лишь бы не мешал остальным. Подходит ли это нам? Или мы, давай, ты что там сидишь, заснул на задней парте? Вставай! Учи географию, да, Байна Скоробека? Ага. В принципе, в общем, я думаю, это чисто психологически нам, возможно, не подходит, но у нас есть такие учителя, к сожалению. Вот на мой взгляд, да? Иногда проскальзывает все-таки вот такое отношение, но оно, знаете, чем еще усугубляется? Ладно, давайте там вместо четверки пятерку поставлю, или ладно, вместо тройки четверку, или еще вместо двойки тройку, ладно, лишь бы там не заморачиваться и так далее. Я просто вот хочу сказать, опять-таки, это почти указание, требование, как хотите, от директора. Даже если у вас есть такое отношение, наверное, это не совсем, не самый худший вариант. Но тогда оценки тоже выставляйте объективно. Понятно, да? Оценки выставляйте объективно. Это, в принципе, такой вариант, когда человек не берет на себя лишний стресс, это тоже правильно, наверное, да? Он делает свой долг,
он обеспечивает условия для обучения. Ну, если не хочет, ладно, не хочет. Но если не хочешь, ну, тогда тебе и оценка как бы соответствующая. Не надо при этом завышать. То есть пусть это не превратится в такое отношение, лишь бы меня потом родители не трогали, давай я тройку поставлю там, вместо двойки. Вот. По поводу актов. На самом деле этот вопрос у нас стал еще до поездки в Финляндию, и я перед отъездом нашим психологам дал задание разработать макет, шаблон или черновик для опросника. И опять, может быть, совпадения нет, когда мы приехали в первой нашей беседе с главой департамента образования города Хельсинки, много чего было сказано, но один момент запомнился. Она сказала: well-being is equal to well-learning. Если правильно, то есть не в кальку, а правильно перевести, что хорошее обучение есть следствие, так, того, что дети хорошо себя чувствуют в школе. Понимаете, да? Это как бы необходимое хорошее самоощущение себя, комфортное самоощущение себя в школе у ребенка влечет за собой, или равно практически, эквивалентно, необходимое достаточно для того, чтобы он хорошо учился. Опять-таки, ну тезис, он, конечно, может быть да, может быть нет, но тем не менее это опять повод подумать для нас с вами. А насколько себя хорошо чувствуют наши ученики в нашей школе? И по приезду мы как раз вот этот опросник доработали, он так и будет называться у нас, well-being. И этот опросник уже запущен, да? Ага. Этот опросник уже запущен. Классные руководители. Очень важно, чтобы практически все ученики класса ответили на этот вопрос. Аналогично опросник готовится, анкетирование готовится для младших классов, но там отвечать будут уже не дети, а родители. Мы чуть-чуть модифицируем первый и тоже запустим. Дальше. Еще один повод подумать, когда мы встречались с представителями образовательных учреждений. Конечно, все, как и везде, много говорят о навыках 21 века, о компетенциях 21 века. И, конечно, мы тоже задумались об этом. И мы говорим о ценностях школы, о тех навыках, которые мы должны развивать тоже, наряду со всеми, чтобы не отстать и так далее. И я понял, что мы о них говорим, но у нас нет осознанного подхода, профессионального подхода к развитию этих навыков. Может быть, я ошибаюсь, но, как пример, навыки коммуникации, коммуникативные навыки, навыки построения эффективных взаимоотношений с коллегами, с одноклассниками и так далее. То есть навык общаться, скажем так. Вот мы его провозгласили. Реально, каждый из вас пусть подумает, а что я делаю для развития таких навыков? Вот мы все просто, я понял, я себя поймал на мысли, что окей, мы организовали PBL в школе, PBL, и думаем, все окей, автоматически у наших детей развиваются коммуникативные навыки. Если мы сейчас еще напряжемся, мы можем из нашей практики повытаскивать вещи, которые мы делали, которые тоже способствуют. Но осознанного подхода нет к этому. Я думаю, что здесь есть над чем подумать, и прямо необходимо, во-первых, уменьшить количество декларируемых ценностей по школе. Мы там их, когда готовили школьный концепт, еще 3 года назад, получается, и мы там, я вот сейчас прочитал и ужаснулся, там около 30, они объединены где-то в 15 пар, там креативность и свобода творчества, честность и демократия, там что-то такое, и так далее, и так далее. Но я понял, что когда этих много ценностей, и когда мы собираемся их развивать, это ни о чем. Это просто провозглашение. В реальных наших действиях это не выражается. Нам нужны конкретные технологические карты, представления о том, как каждый из нас развивает вот именно эту ценность. Или не развивает, потому что его специфика предмета не предполагает. Это развивается там на других уроках или на других мероприятиях. То же самое
Ну вот и в связи с этим у меня, например, сейчас несколько мыслей появилось к сегодняшнему моменту. Первое, я вот уже дал задание найти партнерские школы. Пусть это будет одна, допустим, в Сингапуре, одна в Европе. Этим занимается вот Давлет Юлькибаевич, Рустем Раланович. Найти партнерские школы, с которыми мы могли бы строить действительно коммуникации. Кто мы? Это меньше всего администрация. Пусть это будет реальная коммуникация между детьми. Вот. Еще одна идея, вот мы говорим о PBL, и у нас PBL в основном это внутриклассная история. И смотрю, дети объединяются в группы, очень часто эти группы повторяются, я думаю, они уже где-то друг другу поднадоели в этих группах. Почему бы не подумать о организации трансклассных проектов? Но я другого слова не подобрал, просто имеется в виду, когда проекты, допустим, по физике, математике и так далее делаются в параллелях. В прошлом году начали же по физике, по всем 8. Начали, да? Да, все, перемены. То же самое касается всех. Да. Если вот у вас, как у учителя, 2 класса, один, допустим, 7 К и 7 Л, можно их перемешивать в группах так, чтобы именно вот эти дружеские связи, они укреплялись уже не внутри класса, а между классами. Вот этот момент. Может быть, возможно организовать проекты вертикальные, допустим, 10, 9, 8 классы, допустим, я не знаю, по химии или по физике, или по языкам. Давайте подумаем об этом. Еще один момент, ценность, которую мы провозглашаем, и которая реально сейчас в силу требований к выбору профессии сейчас очень актуальна, это креативность. Креативность — это что такое в нашем понимании? Это способность создать новую идею, на основе этой идеи организовать проект, довести до результата. Это есть креативность. Понимаете? Опять, мы говорим креативность, 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 но если каждого из нас спросить конкретно, что ты конкретно делаешь на своем рабочем месте как учитель, чтобы развить креативность, мы начнем что делать? Мы начнем лихорадочно вспоминать, что мы такого делаем, и в этот список загонять. Хотя, думаю, что должно быть наоборот. У нас должно быть четкое представление, что через математику я обучаю креативности таким-то, 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 таким-то способом. Об этом тоже надо подумать, об этом мы будем думать, говорить и работать. Пока что я предлагаю? Я предлагаю каждому из нас, то есть, во-первых, понимаете, вот в чем еще разница? Финские школы, они говорят, мы все одинаковые. Ну да. Мы зашли в ту школу, в чем одинаковая вот материально-техническая база. Они государственные школы оборудованы, наверное, даже лучше, чем наши Назарбаев интеллектуальные школы. Где-то на одном уровне с нашей школой, где-то даже, может быть, лучше. Ну, какой здесь вывод можно сделать? Ну, молодцы, не воруют. Вот. Другое дело, что они говорят, мы все одинаковые в смысле учебных подходов, но это, честно сказать, не так, мы это тоже видели. Другое дело, что они стремятся к одинаковости, чтобы все школы были одинаковые, а мы к этому не стремимся. Мы хотим именно в стенах этой школы вырастить поколение молодых людей, которые видели бы друг друга и различали бы друг друга на расстоянии. Думаете, это невозможно? Утопия? Ну вот конкретный пример, выпускники Казахско-турецкого лицея, да, Бахадыр Абдурасылович? Бахадыр Абдурасылович в Москву поехали, они по коридору идут и спиной чувствуют, сзади КТЛовец идет. Раз разворачивается и здоровается сходу. Ну спрашивает, конечно, ты с КТЛ? Да, ну все, братья. Чем выпускник нашей школы должен отличаться? Будет отличаться. Наверное, это еще формируется. Наверное, мы еще вот тот список из 30 ценностей мы, наверное, урежем и будем работать в этом смысле. Но креативность должна быть точно. И как вот, давайте каждый из нас с вами сейчас конкретно подумает, как я развиваю креативность на своем уроке.
И я говорил об этом с учителями, допустим, языки, русский язык и литература, казахский язык и литература. Вот я вырос в советской школе и постоянно писал сочинения. Мощное упражнение, абсолютно классно, особенно если при правильном профессиональном сопровождении. Сочинения, мы писали сочинения на русском языке, и это дало мне очень многое. То есть я считаю, что современно образованный человек хотя бы одним языком должен владеть виртуозно, грамматически правильно и выверенно. Это все польза. А какой вред? А то, что там нет простора для творчества. Почему бы в наших языковых предметах не вести такие в практику, в постоянную практику, такие задания? Сочини стихотворение. Сделай профессиональный или там какой литературный перевод. Или перевод научно-популярной статьи там небольшой. С русского с английского на казахский, с казахского на русский и так далее, и так далее. Напиши рассказ. По истории сделай сценировку. Нужно увеличить в нашей практике объем творческих заданий. Например, что это может быть по математике? По математике это может быть, допустим, прошли тему по геометрии, параллелограмм, придумай одну или две задачи на тему параллелограмм. Квадратное уравнение, придумай 5 квадратных уравнений. Дай другу, пусть решит, оцени, поставь оценку. Вот я о чем. Я вот сейчас выступаю с этой сцены, говорю об этом. Для многих, возможно, это кажется чем-то утопичным. Для других это кажется трудно, легко, может быть, другим трудно. Но я вам скажу, на своей практике это не легко. Это все трудно. Уже вот так, да? Говоря опять о традициях, о советской школе, у нас девиз школы: опираясь на традиции, созидаем будущее. Однако в этом нашем советском бэкграунде есть моменты, которых нужно опасаться, на мой взгляд. Вот мы с вами, я, по крайней мере, я думаю, что вы меня поддержите. Я очень хотел бы всех наших детей сделать людьми, ну так сказать, без комплексов. В смысле, они должны быть раскрепощенными. Не в смысле развязными, а именно раскрепощенными. Они должны уметь не бояться свободно выступать перед аудиторией. Они должны не бояться ошибаться. И давайте подумаем еще над одним вопросом. Вот мы в нашей практике на каждом уроке, мы вот этот комплекс отличника мы развиваем или наоборот избавляем детей от этого комплекса? Давайте подумаем, поймем, что большинство из нас в нашей практике комплекс отличника развивает. Об этом говорит также и система оценивания. Надо подумать о системе оценивания. Какие-то новые, даже в рамках того, что есть, могут быть разные вариации. Например, накопительные оценки и так далее, и так далее. То есть накопительные баллы. Задал вопрос, 2 балла. Задал интересный вопрос, 4 балла. При этом каждый раз, да, это был очень важный вопрос, спасибо за интересный вопрос. Понимаете? Вот такой момент. Последние 2 пункта, очень коротких. Я об этом говорил в прошлом году, говорил в позапрошлом году. На чем мы стоим? Какова наша философия, или, скажем, лучше даже сказать, технология развития мотивации ребенка? Татьяна Черниговская, специалист по когнитивной психологии, она говорит о том, что любой образовательный процесс подразумевает под собой долю насилия. Гениев Моцарта, например, воспитывали пианистом, музыкантом, стучали ему линейкой по пальцам. Ну, это, конечно, чересчур пример. Мы линейкой по пальцам никого бить не можем. Однако смысл в чем? У ребенка возникает отторжение от предмета, когда он не понимает и ничего не может сделать по нему.
у него наоборот возникает мотивация, когда начинает получаться. Но прежде чем у него начнет получаться, он до этого уровня должен дойти. Сам он никогда до туда не дойдет. Нужно принуждение в той или иной форме. Нужно заставлять, нужно убеждать. И опять-таки, совпадение, не совпадение, буквально сегодня с утра были две мамы. Это любимый наш третий кей-класс. И вот там мама рассказывает такую историю. Я, говорит, учителя английского языка вообще не поняла сначала. Но решила все-таки послушаться. А была одна рекомендация: просто выполняйте домашнее задание. Ребенок, так сказать, не хотел этого английского языка, он пищал, там всеми способами уворачивался. Мама просто его посадила и контролировала. Она не делала вместе с ним, вместо него просто контролировала, чтобы он это делал, домашнее задание. Буквально понадобилось, говорит, 3 недели. 3 недели понадобилось. У него пошли первые успехи, и он вовлекся, увлекся, и теперь сам делает домашнее задание, сам просит, чтобы его проверили, и так далее, и так далее. То есть его с трудом довели до первых успехов, и с этих первых успехов уже пошло намного легче. Имейте это в виду. Последнее. Мы говорим о ценностях школы, о креативности, о коммуникативности и так далее, и так далее. Последний. Но наши дети будут обладать этими качествами только если мы им будем показывать этот пример. Поэтому последний вопрос, чтобы подумать, обладаем ли мы этими качествами, или все-таки надо развиваться дальше, для того, чтобы быть действительно примером, образцом для выпускника школы имени Шуканова Алиханова. Спасибо за внимание.